В июле прошлого года в окрестностях Санчарского перевала были обнаружены останки 32 советских солдат, которые погибли в октябре 1942 года при попытке штурма перевала. Долгое время многие из них были в списках пропавших без вести. Военнослужащим выдавались медальоны или личные опознавательные знаки, по которым похоронные команды и штабы должны были определять биографические данные солдата и его принадлежность к определенной войсковой единице. Среди останков 32 солдат было обнаружено 2 таких медальона. Один из них удалось раскрыть и прочитать. Из 30 человек, количество определили по останкам, количество остатков обуви. Из 30 с лишним человек было обнаружено только 2 медальона, из чего один читался. Но благодаря этому читаемому медальону впоследствии удалось установить список тех остальных бойцов, кто погиб в этот день из этого подразделения по линии Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Там оказались люди разных национальностей, уроженцы различных республик, краев, областей бывшего Советскего Союза. Среди защитников Родины, павших смертью храбрых, у подножия Санчарского перевала оказались и 2 абхазских бойцов – Ажиба и Куция, 1907 и 1914 годов рождения. Бросили, что называется, клич. Среди фамилий о том, может быть, кто-то что-то знает об этих людях, если они успели оставить потомков. Да, к тому времени, один 1907 года рождения, а другой 1914, то есть вполне возможно, что они уже были женаты, у них были дети. На призыв откликнулся в частности Бота Ажиба, который связался с представителями фамилии Ажиба, проживающими, как оказалось, в городе Батуми. Оказалось, что Ажиба Ахмед, один из тех бойцов, который погиб при попытке штурма Санчарского перевала, был женат, его дочь, к сожалению, умерла. Но успел оставить, опять-таки, внуков и внучку, которые ныне пребывают, в общем-то, в добром здравствии. На голые, в буквальном смысле кости неупокоившихся солдат случайно наткнулись охотники. На каменных скалах останки 32 солдат 66-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 6-й армии Закавказского фронта пролежали более 70 лет. Безусловно, останки защитников Родины должны быть преданы земле со всеми почестями. Конечно же, сейчас можно говорить о том, допустим, где можно будет похоронить этих людей, или это в селении Псху, Сухумского района, или непосредственно в городе Сухум, решение уже за властями. Но в любом случае предполагается организация, как только станут свободные перевалы, и тропки, ведущие туда, организация, экспедиция, которая извлечет со всеми надлежащими протокольными формальностями сделает карту захоронения, так называемую, останки этих воинов спустит вниз, над ними должен обязательно поработать антрополог и судмедэксперт, который, скажем так, разложит, как пазлы, вот эти все груду костей, на отдельные скелеты. И потом уже впоследствии предание земле, собственно говоря, с воинскими почестями. Прискорбным является тот факт, что за все это время ни один человек не обратился к властям о столь важной находке. Останки бойцов лежат на довольно-таки видном месте. Более того, можно смело предположить, что они подверглись действиям так называемых черных копателей, так как на месте не было найдено и намека на остатки вооружения, воинского снаряжения, обмундирования. Но теперь, спустя 7 десятков лет, души героических погибших за свободу Кавказа солдат наконец обретут долгожданный покой.